В эфире программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу основные темы уходящего дня. Глава Якутии посетил Намский район, проконтролировал ход ремонта социальных и инфраструктурных объектов. Добровольцы штаба «Мы вместе» изготавливают теплые вещи о гуманитарной помощи участникам СВО. В Якутске по улице Бестужева-Марлинского жители столкнулись с проблемой обустройства дождевой канализации. Подробнее о ситуации. Бригада врачей-хирургов из Якутска посетила Алдан. Какие операции они провели? В Нерюнгри прошел необычный творческий проект «Завтрак с художником». Расскажем подробнее. Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Первый пункт повестки – готовность школ к началу учебного года. 1 сентября за парты сядут почти 18 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона первоклассников. Откроются 43 новые школы. После капитального ремонта возобновят работу 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа. Ваши поручения по строительству и капитальному ремонту исполняются в срок, даже с опережением. Вы ставили задачу построить 1300 школ, их введено на 377 больше, 1677. А это более 1 миллиона новых мест для наших школьников. В России с 1 сентября стартует масштабная программа по переподготовке учителей истории в связи с переходом на единые учебники по истории и обществознанию. Также совершенствуется система оплаты труда педагогов. В России школы с начала сентября следующего года перейдут на единые учебники обществознания. Новые учебники по истории для учеников с 5 по 9 классы планируется ввести в школах уже в этом году. Более 300 представителей районных и наследных советов, главы муниципальных образований, активисты и сторонники партии. В таком формате в Селенамце стартовал форум муниципальных депутатов Якутии. Его главными темами стали реализация народной программы, дополнительные и уже реализуемые меры поддержки участников СВО. Кроме этого, форум стал площадкой для обмена опытом и успешными практиками в рамках конкурса «Народный депутат». Отдельный блок форума посвятили реализации федеральных проектов «Новая школа», «Российское село» и «Историческая память». Безусловно, та муниципальная реформа, которая идет в целом по стране, она в первую очередь, конечно же, направлена на укрепление представительных органов местного самоуправления. То есть статус депутатов и наследного уровня, поселкового уровня, городского уровня, районного уровня, безусловно, будет очень серьезно вырастать. Мы сегодня как раз эти вопросы обсуждали с депутатами. И, конечно, цель этой работы заключается в том, чтобы депутаты еще ближе становились к людям. Глава Якутии в рамках рабочей поездки посетил Намский район. Основная цель – проверить ход строительства важных социальных и инфраструктурных объектов района. Подробности визита в материале Петра Васильева. На границе Якутска с Намским районом с 80-х годов прошлого века всех въезжающих встречал старый асфальт, ямы и выбоины. Сегодня на объекте протяженностью более 5 километров в буквальном смысле создана инфраструктура для жизни. Это первый дорожный объект, выполненный в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Все работы здесь начались весной. Подрядчик обещает сдать объект досрочно. Здесь уже выполнен весь основной объем работ, уложен новый асфальт, нанесена специальная разметка. И, к слову сказать, ее преимущество не просто в краске. Поверх краски уложен специальный слой светоотражающих шариков для наибольшей безопасности на дорогах. По проекту у нас предусмотрено укрепление основания это методом холодной регенерации, асфальтирование 2 слоя и также укрепление обочин и также обустройство дорожными знаками и нанесением горизонтальной разметки. Следующий пункт визита – школа на 450 учащихся в районном центре. На объекте работают более 30 человек. Укладывают кровлю, ставят окна, приступили к отделке стен. Уже в следующем году школа примет первых учеников. Школа строится в рамках ликвидации 2-й смены. Сейчас действующая школа номер 2, в котором дети учатся в 2 смены. С вводом данного объекта появится у школьников и педагогов возможность работать в 1 смену, а 2-ю смену использовать для дополнительного образования для кружков и секций.
Закипит работа и в будущем лечебном корпусе районной больницы. В дополнительном здании на 50 койко-мест разместится также отделение скорой медицинской помощи и блок диагностических исследований. Строительство и больницы, и школы на 450 мест в Намцах, они должны быть завершены в этом году. В принципе, работа идет неплохо, строительная готовность уже за 70%. Мы посмотрели также и наметили ход работ, который позволит до конца года эти важнейшие для развития района объекты сдать. Стоит отметить, что оба этих социальных объекта строятся в рамках президентских национальных проектов и государственных программ. И это не просто стройки, это реальная поддержка жителей села и инвестиции в будущее. Петр Васильев, Владимир Павлов, село Намцы, Намский район. Руководитель координационного центра оперативного штаба «Вместе к победе» Георгий Куркутов сейчас находится в Приморском крае. Он провел ряд встреч. Руководитель центра встретился с военнослужащими из Якутии в местах постоянных дислокаций, подразделений и госпиталях. Продолжается сбор средств в поддержку бойцов. Итоги поездки подведут на следующей неделе. Георгий Куркутов встретился с военнослужащими из Якутии в местах постоянных дислокаций подразделений и в госпиталях. Итоги рабочей поездки Георгия Куркутова в штабы Восточного военного округа будут подведены на следующей неделе. Сбор гладкоствольных оружий завтра завершается. Оперштаб принимал участие в сборе. В работу приняты меры по доставке собранных гладкоствольных оружий в зону специальной военной операции. Здесь мы работаем в тесном контакте с представителями Министерства обороны и Росгвардии. С приближением холодов добровольцы штаба «Мы вместе» сосредоточились на изготовлении теплых вещей. Волонтеры также доставляют гумпомощь. Так, например, в госпитале УЛМД доставлено 70 килограмм необходимых вещей, включая инвалидные коляски, ходунки и костыли. Подробнее смотрите далее. Балаклавы, теплые шапки и флисовые костюмы. Сейчас именно эти вещи в приоритете у волонтеров движения «Якутия с тобой». Зима в зоне СВО не за горами, и бойцам как никогда важна надежная защита от холода. Вот это у нас флисовая шапка. Верхняя часть соединяется с нижней частью. Двойная нижняя часть будет. Ну, чтобы тепло было вот тут на ушко. За день, когда как получается. Иногда по 4, иногда по 5. Работа в штабе многогранная. Материалы расходуются полностью. Например, из остатков изготавливают подушки-бублики, которые необходимы раненым бойцам. Швеи также изготавливают маскировочные сети. Эти сетки вообще спасают. Просто просьба огромная. Тоже считается защитным средством. Так? Веточки прикрепляют, еще что-то, да, чтобы она вместе как бы сливались они с деревьям, с растением. И цвет такой тоже подходит. Движение «Якутия с тобой» вот уже 3 года объединяет сотни неравнодушных якутян. Они уверены, даже небольшая помощь способна поддержать боевой дух и напомнить бойцам, что дома их ждут и верят. Можжевельники, говорят наши воины, что им это помогает, напоминает о родине, еще очищает от злых духов. Иногда они даже это как лекарство пользуют, оказывается. И вот они нас просят, вот мы тоже поэтому делаем. Помимо пошива, добровольцы продолжают активно собирать гумпомощь. На прошлой неделе из Якутии отправили очередную партию, более тонны груза. Среди них и адресные посылки. Индивидуальные посылки отправляют, тоже вот все, кто получает, отзывы отправляют туда и говорят, что благодарность нам отправляют за то, что им из своих родных получает посылка. Это же радость такая. Волонтеры не сбавляют темпы. В сентябре планируется отправка очередной партии гуманитарной помощи, теплых вещей, медикаментов и индивидуальных посылок. На данный момент уже собрано 300 килограмм груза. Даяна Федорова, Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Якутск. Верхоянский район готов к отопительному сезону. Сегодня тепло поступит в 5 населенных пунктах района: Сартан, Долгалах, Орлах, Верхоянск и Буронук. Днем позже отопительный сезон начнется во всех остальных селах района. На всех производственных участках создан неснижаемый запас угля. Резервные источники питания находятся в рабочем состоянии. Благоустройство двора пошло не по плану. Жители Якутска, проживающие по улице Бестужева-Марлинского, столкнулись с проблемой обустройства дождевой канализации с отдельным накопителем для сточных вод. С планом ее
установки жильцы дома не согласны. Подробнее о данной ситуации разбирался Тимур Колмогоров. Мы жильцы Бестужево-Марлинского 9, ну и жильцы 9/1 против того, чтобы у нас антисептики ставили, потому что это постоянно будет нас затоплять, и это услуга платная, сколько можно уже платить, и мы никто не подписывали никакие протоколы, а говорят, что были протоколы, и все жильцы подписали. Подписи с нас не собирали, изначальный был совсем другой, план, проект, и не было там ничего. Жильцы двора уже не первый день борются с проблемой обустройства ливневок. Все началось в июне этого года со старта реконструкции дворовой территории подрядчиком главстроя. В план проекта, согласованного с жильцами еще в 2024 году, по обустройству дождевой канализации неожиданно вошла также установка отдельных накопителей для сточных вод на их территории, за откачку которой будут платить сами жильцы. Живу на первом этаже как раз-таки, где хотят установить вот этот сливник. Это, соответственно, будет будет много комаров, мошек, грязь и запах. У меня очень пожилой папа живет с нами, у него заболевание Хоббл. Ему нельзя этим дышать. Септики ставят, никто об этом вообще не знал. У нас постоянно вода стоит. Я тоже на первом этаже живу. Постоянные запахи, гнилостные запахи и так далее. Территория улицы Бестужева-Марлинского является довольно болотистой местностью. Дома здесь ставили экспериментально на укрепленном фундаменте. Здесь при сильных ливнях и особенно весной, когда снег только таял, появлялось огромное количество луж, которые практически заполняли все дворовые территории. Мы задали им встречный вопрос. Прежде чем, вы приняли такое решение, вы провели здесь изыскания по почвогрунту. Нам сказали, что, к сожалению, таких изысканий не было. Тогда мы, поставили в их известность, что наши дома находятся на болоте. Вообще-то они, как главстрой, этого не может не знать. Вот наш первый дом, он был один из экспериментальных. Вокруг нашего дома везде болото. Для решения проблемы жильцы отправляли письма главстрою с просьбой изменить проект и соединить ливневку с общей системой водоотвода. В ответном письме им заявили, что ни через соседей на улицу Кальвица, ввиду их отказа, ни на саму улицу Бестужева-Марлинского, ввиду ремонта и увеличения высоты дороги, выполнить просьбу не могут. Вчера мы известили подрядчика о том, что мы обратились в прокуратуру республики с этим вопросом и к амбассадору по правам человека, что нарушают наши права и навязывают нам платные услуги. И до того момента, пока мы не получим письменные ответы от этих служб, чтобы здесь никакие работы не проводились. По проблеме жильцов объекта благоустройства главстрой обратился с письмом в администрацию Якутска для разрешения данного вопроса. Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. В Якутске проходит ежегодная акция «Осторожно, школьник», посвященная проблеме дорожно-транспортных происшествий с участием детей. На Комсомольской площади прошла раздача памяток для детей и их родителей. В Якутии за текущий год зафиксировано 78 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, 2 с летальным исходом. Вообще сотрудники госавтоинспекции ежегодно работают в начале учебного года именно с общеобразовательными учреждениями и проводят комплексную проверку на состояние эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения именно в местах общеобразовательных, дошкольных и в учреждениях дополнительного образования. В Якутске стартовал 8-й съезд травматологов-ортопедов Дальневосточного округа. В течение 2 дней ведущие специалисты будут делиться своим опытом. Тему продолжит Саргалана Неустроева. В руках у меня протез тазобедренного сустава. Это одна из новейших разработок, и используется она специалистами в эндопротезировании практически по всей стране. И, собственно, речь о разработке таких технологий и их проектировании и ведется в основном здесь, на 8-м съезде травматологов. Собрал он беспрецедентное для Якутии количество светил российской науки. И что самое главное, вклад наших врачей в развитие травматологической службы страны они оценили на самом высоком уровне.
Мы на самом деле отмечаем, что за последнее время, особенно в республике Саха-Якутия, прогресс очень серьезный. У вас есть молодые ребята, что очень радует. У вас продвигаются серьезно направления, те же инновационные технологии, развиваются эндопротезирование, нейрохирургия, помощь детскому населению. А работу наших мобильных бригад хирургов сегодня и вовсе можно ставить в пример. Систему эту пытаются повторить в других регионах, но пока безуспешно, отмечает эксперт. Но самое главное, что теперь высокотехнологичные операции пациентам в районах проводят без необходимости выезда в Якутск. Можем гордиться тем, что в районах республики, в центральных районных больницах мы проводим эндопротезирование тазобедренных суставов. Ранее такого не делали. Оснащение центральных районных больниц очень на высоком уровне находится, и в связи с этим появилась возможность проведения данных видов оперативных вмешательств. Поэтому мы выезжаем. В прошлом году мы провели 77 эндопротезирований. Это значительная такая цифра. В целом по республике мы сделали 800. Подогревается такой прогресс неутешительной статистикой. Сегодня во всем мире травмы занимают 3-е место по причинам смертности. В Якутии с ее суровым климатом проблема становится еще серьезнее. Причем страдает в большинстве случаев трудоспособное население. В нашей республике травматизм обусловлен большим объемом производства, это одно, да? А во-вторых, дорожно-транспортных происшествий много. Вот эти два вида травмы несут особо тяжелые последствия для пациентов наших. Высокую смертность, инвалидность. А среди пожилого населения основной причиной травм является остеопороз. Заболевание в принципе стало чуть ли не визитной карточкой Якутии, учитывая нашу низкую солнечную активность и нехватку витаминов в рационе. Впереди у участников съезда еще 2 дня, в ходе которых они и обсудят решение этих и многих других проблем российского здравоохранения. Саргалана Неустроева, Нюркун Старостин, Якутск. На октябрь в России назначена вакцинация против краснухи. Дополнительно будут привиты женщины, чей прививочный статус неизвестен. Поясняется, что краснуха особенно опасна для беременных. В прошлом году зафиксирован рост заболеваемости сразу 258 случаев в 25 регионах. Среди заболевших почти 100% были не привиты. Бригада врачей-хирургов из Якутска в очередной раз отработала в Алдане. Это 2-й визит специалистов в Алданский район в этом году. Подробнее Руслан Павлов. Мобильная бригада врачей-хирургов и ортопедов из Якутска упаковывает привезенный с собой в Алдан специализированный инвентарь и оборудование. За 2 недели специалисты высокого класса провели 64 операции. Одну из них – участнику СВО. По поводу этого пациента мы с поликлиникой, скажем так, мы готовили его к операции заранее, недели за 3. Ряд анализов и исследований пациент ездил силами Алданской ЦРБ в Нейрингре обследовать некоторые анализы и исследования. Мы готовили и провели операцию. Операция по поводу краниопластики дефекта черепа после пулевого оскольчатого ранения. Операция прошла штатно. Больной сегодня выписывается. Все хорошо. В этом году бригада мобильных хирургов приезжает в Алдан 2-й раз. Спектр операций различный – от устранения варикоза до замены тазобедренных суставов. Мобильная бригада в этот раз работала в составе нейрохирургов, врачей-травматологов, абдоминальных хирургов, сосудистых хирургов и также врачей-оториноларингологи. Мы, конечно, очень довольны, что мы тесно работаем с мобильной хирургической бригадой уже в течение 2 лет. Они приезжают к нам каждые полгода. Следующий приезд планируется где-то в январе-феврале 2026 года. В работе столичных специалистов принимают участие местные хирурги. Для них это повышение профессионального уровня и практический опыт. Натаскиваем местных хирургов, натаскиваем травматологов. Во время прошлой поездки мы достаточно хороший мастер-класс показали по проведению трахеостомических операций. Сейчас травматолог, ортопед ваш штатный очень плотно занимался с нашим ортопедом по поводу имплантаций. Предварительно договорились о том, что он приедет к нам в город на, скажем так, поучиться. Не только по ортопедии и травматологии, но и нейрохирургические операции.
Следующий визит мобильной бригады запланирован на февраль будущего года. Врачи настоятельно рекомендуют своим будущим пациентам заранее позаботиться о записи на операцию и обратиться в местную поликлинику за дополнительной информацией. Руслан Павлов, Сергей Шибачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске представили наследие Елены Амосовой. В Национальном музее состоялось торжественное открытие выставки «Сотворение», посвященное 110-летию со дня рождения народной художницы. Гостям представили уникальные реконструкции традиционной якутской одежды 17 века. Экспозиция будет представлена до 21 сентября. Она была одной из первых мастеров, кто осознанно и профессионально занялся декоративно-прикладным искусством народов Якутии. Якутов, эвенов, эвенков, долган, юкагиров. И здесь представлены костюмы, и также экспозицию органично дополняют произведения живописи и собрания Национального художественного музея, также декоративно-прикладное искусство. В городском парке Нерюнгри прошел проект «Завтрак с художником», где каждый желающий мог выразить в рисунке все свои эмоции и чувства. Наша съемочная группа следила за творческим процессом. Этим летом каждый четверг любой желающий, независимо от возраста, мог посетить городской парк и присоединиться к творческому процессу, выбрав образец рисунка и способ его исполнения, будь то мелки, краски, карандаши или просто кусочек угля. К нам приходят рисовать все возрастные категории. Самые маленькие до 2 лет у нас были художники, и самые пожилые 86 лет. Людям очень понравилось, очень откликаются на возможность на природе красиво рисовать, вдохновляться окружающей природой. И вот это воздушное легкое наше пространство в короткое нерюнгринское лето позволяет жителям, что называется, брызнуть яркими красками на холст и почувствовать себя настоящим художником. Раскрыть свой художественный талант, насладиться атмосферой творчества и создать собственные уникальные картины. Все это привлекает даже тех, кто никогда не брал в руки кисть. Ведь подобная арт-терапия помогает развивать художественный вкус, творческое воображение, повысить самооценку и снять накопившийся стресс. Мне очень нравится рисовать маки, мне очень нравится рисовать природу нашу якутскую. И когда идет снег, и прорисовываешь каждый снежинку, наверное, эту природу, и она завораживает. К сожалению, погодные условия диктуют свои правила, и этот летний творческий сезон в парке завершился. Но по просьбам жителей города проект «Завтрак с художником» будет продолжен и в зимнее время уже в творческой мастерской. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.